уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Екатерина Голикова и Николай Слепцов-Айдын. Мы продолжаем цикл передач, посвященных трудовым коллективам нашей республики. В этом месяце Саха-Энерго отметила 25-летие. За четверть века коллектив предприятия проделал масштабную работу, заложив основу для технических преобразований, которые существенно изменили облик якутской энергетики и повысили качество жизни тысячи жителей Крайнего Севера и Арктики. Протяженность обслуживаемых линий электропередачи, только вдумайтесь в эти цифры, более 2200 километров. Зона обслуживания почти 2,5 миллиона квадратных километров. Также они еще и на этапе, когда в стране только начиналось обсуждение перехода к зеленой энергетике, специалисты Саха-Энерго уже реализовывали проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций в удаленных северных поселках. Сейчас персонал поэтапно реализует энергосервисные контракты, в рамках которых на территории республики строятся современные автономные гибридные энергокомплексы. Уже успешно работают 14 таких комплексов. Всего же заключены контракты на ввод в эксплуатацию еще 48 новых объектов. И все это для улучшения качества жизни жителей нашей республики. Прошлое, настоящее и будущее Саха-Энерго о своей работе расскажут наши сегодняшние гости. Заместитель генерального директора Саха-Энерго по экономике и финансам Петр Михайлович Дьяконов. Здравствуйте. Здравствуйте. Председатель профсоюзного комитета Саха-Энерго Евгений Иннокентьевич Стручков. Добрый день. Ведущий специалист отдела тарифообразования Леонид Нюргунович Амбросьев. И ведущий инженер отдела технической политики и общесистемных вопросов Евсеев Марк Владимирович. Приветствую вас в студии. С праздником. Спасибо. Четверть века. Вы уже в строю. И, конечно же, хотелось бы первый вопрос задать вам, человеку практически, который с самого начала стоял у руля вашего предприятия, и узнать о вас больше по поводу зоны вашего присутствия. Опять же, вот эти вот цифры: 2200 километров, опять же, линии электропередач, миллионы квадратных километров. Эти цифры реально впечатляют. И по обслуживанию ваших потребителей более подробно расскажите, а потом мы уже еще перейдем к нашей истории, потому что я прям этих цифр хочу более подробно об этом узнать. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас, Мария, за приглашение на вашу замечательную программу. Нас, энергетиков, не так часто приглашают на телерадиоэфиры, да, поэтому, может быть, несколько поздно, но все-таки год только начался. Я бы хотел пожелать всем телезрителям, радиослушателям, которые нас сегодня слушают, здоровья, счастья в наступившем 2026 году, исполнения всех желаний, всех планов и, как говорят у нас в энергетике, безаварийной работы. Спасибо вам большое. Да, действительно, Саха-Энерго 25 лет, это уже такой немалый срок. Да. Саха-Энерго сегодня это хорошее, устойчивое предприятие. Как вы сказали, 2200 километров линии электропередачи. Звучит, может быть, так удивительно, а для нас, профессионалов, это немного, на самом деле. Да, допустим, для сравнения, в Якутск-Энерго 22 тысячи километров линии электропередачи разного класса напряжения. Саха-Энерго, как предприятие малой энергетики, да, мы его так называем, оно, конечно, уникально. Представьте, у нас 147 электростанций по всей зоне нашего обслуживания, из них 8 газовых электростанций, 1 теплоэлектроцентраль в поселке Депутатском, 5 котельных, 33 солнечных электрических станций, да, и 2 ветровые электростанции. Зеленая энергетика, кроме гидро, да, так скажем, это наш конек, да, Саха-Энерго. Якутск-Энерго гидроэлектростанция, это наш любимый, уважаемый Каскад, Вилюйский ГЭС, да, и Светлинская ГЭС, Алроса, да, это тоже считаются
электростанциями возобновляемых источников энергии, то тоже относится к зеленой энергетике. Вот. Ну, не это главное. Да? Сахаэнерго все-таки мы считаем главное, что это люди. Это коллектив. Полностью Да, с вами коллектив согласна. единомышленников. У нас работает 2661 человек. Да, самые последние статистические данные. Все четко. Да. Ага, вот. Ну, представьте, с членами своих семей, да, вот это очень большая доля населения, которая живет вот в наших 23 улусах, да, которые мы обслуживаем. Кстати, кроме арктической и северной части, да, у нас есть дизельные электростанции и в центральной Якутии, да, вот в Хангаласском районе, в Алданском районе даже, вот представьте, в Южной Якутии. Да. Но вот те станции наших наслегов, да, которые не присоединены к общей сети, да, к большой энергетике, вот они находятся в обслуживании у нас. Вот. Ну, наш коллектив, я считаю, очень хороший, сплоченный, да, очень гармонично, да, вот структурно настроен. У нас есть и старшее поколение, и молодежь замечательная, которая идет к нам работать. Вот, все, я так могу с уверенностью сказать, все получают удовлетворение от своей работы, ну и не постесняюсь сказать, ну, достойное вознаграждение, наверное, да, за свой труд. Да, труд, конечно, у нас непростой, да, у любых энергетиков труд это серьезная, да, профессия, да, энергетик. Она и сопряжена, конечно, с опасностью для жизни. Мы работаем с электрическими установками, то есть электрическая энергия, она благо для всего человечества, но и оно опасное, да, для производства и обслуживания. Поэтому как бы он требует очень большой ответственности от персонала, большого объема знаний, подготовки. Вот, это все соблюдается у нас. Ну, я так понимаю, у вас же еще помимо того, что и по электрике, мне кажется, вообще ваша работа, это вот как предприятие «Дороги Арктики» же есть? Это просто безграничные снежные дали, в моем понимании, ваша работа, работа ваших филиалов. Да, ну, «Дороги Арктики» это наш партнер, да, это наш потребитель, да, они потребляют электроэнергию, которую мы производим, вот, поэтому наш контрагент. Вот. Ну, вообще говоря, это другое предприятие. Но сравнение верное, да, Мария, потому что, значит, мы находимся в каждом населенном пункте нашей необъятной республики. Вот. Даже в самых маленьких наслегах, в селах есть электрическая станция, и она обслуживается энергетиками. Да, вот поэтому, ну, я думаю, что наш вот этот труд, да, вот наша профессия, она, ну, действительно стоит в одном ряду там, ну, и с теми же дорожниками, МЧС, МВД и так далее. Вот. Ну, кстати, Сахаэнерго входит в группу компании Русгидро. Русгидро – это государственная корпорация, она принадлежит Российской Федерации, поэтому все правила, законы, постановления, которые принимаются в Российской Федерации, они обязательны к исполнению государственными корпорациями. Ну, в части электроэнергетики, да, Русгидро наряду с такими другими мощными компаниями, как Россети, допустим, да, вот тоже стоит в одном ряду здесь. Это государственная корпорация. История. Я почему-то, опять же, простите меня, в моем представлении, ну, Якутскэнерго, потом, я не понимаю, Сахаэнерго, ну, как-то, опять же, нужно же разобраться, да, в силу своей профессии, разделение вот это вот. Я объясню, да, это, Вот. это очень интересная, да, история, да, значит, Сахаэнерго было организовано, создано 16 января 2021 года,
2001 года, извиняюсь, да, 25 лет вот недавно нам исполнилось. Значит, до этого малая энергетика, она входила в Якутскэнерго, предприятие Якутскэнерго. Кроме того, да, вот кроме Якутскэнерго, по всей республике было множество дизельных электростанций, которые принадлежали разным собственникам. Да, это совхозы, да, которые, значит, в советское время были очень хорошими, богатыми, сильными, мощными предприятиями. Они открывали у себя электрические станции, да, значит, и кроме своих совхозовских, да, значит, объектов, да, они еще и снабжали села, поселки, да, вот, население. Вот, значит, эти дизельные электростанции потом объединились в такое предприятие, как Агропромэнерго, Северэнерго, да, Северагропромэнерго, вот так вот, значит, перетекали туда-сюда. Кроме этого, артели, да, вот золотодобывающие, имели свои электрические станции. Вот, в 90-х годах, вот в эту известную эпоху, да, вот, когда советская экономика начала, так скажем, вставать на рыночные рельсы, это хозяйство было брошено, да, то есть их побросали. Вот, и для того, чтобы энергоснабжение подхватить, значит, государство, вот, и республиканские, и там, федеральные органы, да, вот, начали думать, что же сделать с этим. Конечно, надо было централизовать, да, то есть соединить вот эти вещи. Значит, и вот в республике у нас было два больших предприятия, куда, значит, все это начало централизоваться, да, объединяться. Это Якутскэнерго и был такой ГУП Сахасельхозэнерго был создан, да. Вот. Якутскэнерго в 2001 году, да, решила создать Сахаэнерго как отдельное предприятие с целью того, чтобы сделать прозрачным затраты малой энергетики, отделить их от затрат большой энергетики, да, чтобы было видно и понятно, потому что малая энергетика, да, нынешняя Сахаэнерго, она все время находилась в тени большой энергетики, да, это вот наших таких флагманов, как Якутская ГРЭС, там, Каскад-Вилюйский ГЭС, да, центральные электрические сети, западные, ну и, не побоюсь этого слова, всегда было вот как-то на остаточном принципе. Вот. И тогдашние руководители Якутскэнерго, это генеральный директор Ильковский Константин Константинович и первый заместитель Федорова Ольга Николаевна, да, вот они продвинули эту идею, и Михаил Ефимович Николаев ее одобрил, утвердил, было создано Сахаэнерго. Вот. Насколько же дальновидным оказалось это решение, вот потом показала история, да, вот время, да, потому что уже Сахаэнерго вот в отдельном своем вот раздельном виде оно стало претендовать на вот как бы отдельный источник финансирования. И проблемы ее стали видны, да, потому не скрывались там в тени большой энергетики. Вот. Вообще, конечно, Сахаэнерго, на самом деле, это история не с 2001 года. Да, это история и 50, и 60 лет. Вот я как говорил, да, значит, в Якутскэнерго были такие филиалы, как Северные электрические сети, Северо-Восточные электрические сети, Эльдиканская плавучая станция, Депутатская дизельная электростанция. Вот. Большое количество поколений энергетиков, да, вот, отдавали всю свою энергию, всю свою жизнь для функционирования, да, вот, малой энергетики. Совсем недавно, вот, к сожалению, ушел из жизни на 86-м году, да, это заслуженный энергетик РСФСР, еще, да, Савинов Юрий Николаевич, который руководил северными электрическими сетями 22 года. Да, вот он, вот такая легендарная личность.
И просто большое количество ветеранов энергетики, да, вот мы имеем, мы все их помним, держим в истории. Ну, те, кто жив, как бы мы обязательно их навещаем, дарим там подарки, ну, то есть не забываем. Вот. Ну, а Сахаэнерго, конечно, неразрывно связана вот с именем первого нашего генерального директора, это Николая Макаровича Парникова, тоже, к слову, заслуженного энергетика Российской Федерации. Кстати, заслуженных энергетиков можно по пальцам пересчитать, да, у нас в республике. И в прошлом году Николай Макарович стал кавалером ордена «Полярная звезда», первым из энергетиков, да, вот в истории, с чем мы его, вот, пользуясь случаем, еще раз торжественно поздравляем. Сегодня весь эфир ваш вообще. Да, и вот Николай Макарович заложил, значит, Сахаэнерго очень хороший такой импульс, да, и коллективу, и на развитие, и вот зеленой энергетики, о которой вот уже была речь. Ну, вообще я считаю, что Сахаэнерго повезло с генеральными директорами, потому что следующие генеральные директора это Сергей Никентьевич Губский, Алексей Анатольевич Ивлев, Гавриил Николаевич Алексеев, да, вот, да, они только вот приумножали и развивали вот, ход развития малой энергетики. Вот. ГУП Сахасельхозэнерго тоже было потом присоединено к Сахаэнерго в 2004 году. И таким образом в республике, ну, вот, малая энергетика была сконцентрирована в одних руках. Сейчас осуществляется единая техническая политика, уже нет никакого разнобоя. Вот. На этом экономятся деньги. Была реализована программа малой энергетики. Программа оптимизации локальной энергетики, это с большой помощью наших государственных органов власти. Да, значит, республика всегда поддерживала и помогала развитию Сахаэнерго, изыскиванию финансов, да, вот, для модернизации электроэнергетики. Вот. И сейчас это, ну, вот, очень хороший, повторюсь, динамично развивающийся предприятие, коллектив. Вот, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Да, и это будущее уже вы практически одолеваете. Сейчас хочется поговорить о зеленой энергетике, которую уже вы как бы баглых-джат. В общем, на сегодняшний день Сахаэнерго является флагманом по внедрению возобновляемых источников энергии. Не побоюсь этого слова не только среди регионов, но и в целом по всей стране. Ну, да. И как вы уже сказали, на начальном этапе, когда только шли обсуждения, да, вот касательно перехода к зеленой энергетике, наши сотрудники, они уже реализовывали проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций на удаленных населенных пунктах, да, и сегодня вот наш персонал, он уже поэтапно реализует энергосервисные контракты, в рамках которых по территории республики строят новые вот современные автоматизированные гибридные энергокомплексы, да, то есть АГЭКи, да. И если спросить у меня, в чем же суть вообще строительства новых объектов на основе возобновляемых источников энергии, я отвечу то, что есть несколько факторов, и основной фактор — это, конечно же, износ действующих дизельных электростанций, и, конечно же, экономический фактор, то, что вот дизельная энергетика, как она сейчас работает, да, он требует большого расхода топлива. А на топливо, конечно же, действует стоимость перевозки, логистика и, конечно же, отсутствие круглогодичных дорог. Вот. И получается, наша вот материнская компания Paurus Hydro приняла решение, то, что вот нашим именно, получается, организации будут строить вот такие объекты на основе возобновляемых источников энергии, да? Вот. И, как я уже сказал, АГЭК
как я уже сказал, АГЭК — это автоматизированные системы. Марк Владимирович, прости меня, пожалуйста. Сейчас мы буквально на 4 минуты отойдем. Так интересно рассказываете. 4 минуты. Вот так вот у нас пролетели 20 минут первого блока. И все? Нет. Буквально до ухода на рекламу Марк Владимирович нам рассказывал про зеленую энергетику. Мы продолжим нашу беседу и, опять же, про эти энергокомплексы. Хотелось бы знать. То есть, как я уже сказал, АГЭК — это автоматизированные гибридные энергокомплексы, да, которые работают совместно, в совокупности с солнечной электростанцией, дизельными электростанциями и системой накопления электроэнергии. Да? И если сравнивать две установки, которые у нас уже реализованы, да, то есть солнечные панели и ветровые электростанции, да, электроустановки, то, конечно, энергоэффективнее, экономичнее будут солнечные панели, которые у нас есть и которые еще строятся, которые вот ранее уже говорили, 14 объектов, да, у нас уже, и еще вот 10 запланировано. Даже в минус 50? Даже, вот у нас солнечная активность, оно все равно вот с весны как бы начинается, да, но помимо этого они все равно очень экономят нам и топливо. Я буду знать. Спасибо большое. А вот ветровые как бы установки, они больше находятся у нас вот, как у нас есть МДК Тикси на севере моря Лаптевых, где вот, где нагрузка вот именно ветровая, в общем, сильнее. Вот так. Я буквально 2 слова дополню, да, Марка. Представьте себе, в 2001 году Сахаэнерго завозила дизельного топлива в республику 150 тысяч тонн дизельного топлива. Сейчас Сахаэнерго завозит 72 тысячи тонн. В 2 раза меньше? Да, то есть в 2 раза меньше. Это плод вот этих вот модернизации, реконструкции, нового строительства, вот программы, о которых я говорил, да, вот они реализовывали. Здесь не только как бы зеленая энергетика, но и более современное оборудование. Вот это, я считаю, просто колоссальный результат вот в части экономии энергоресурсов. Нами очень интересуется, кстати, научное сообщество, да, вот я сам лично знаю, что по вопросам и проблемам малой энергетики были защищены 2 докторских диссертации, да, в технических науках, да, и 2 кандидатских диссертации. Вот, да, это, да, серьезная работа практически уже на таком уровне. Да, научное сообщество тоже очень интересуется, и мы очень так плотно работаем вместе, контачим. И вот у каждого коллектива, тем более такого большого коллектива, есть внерабочее время. Помимо работы, вопрос к вам. Чем занят ваш коллектив, внерабочая активность, профсоюзные какие-то движения у вас на предприятии есть? Да. В нашем многотысячном коллективе, конечно, есть профсоюзное наше движение. В первую очередь, конечно, мы заботимся о наших работниках, от наших членов профсоюза совместно с социальными партнерами в лице Петра Михайловича, нашего генерального директора Петра Семеновича, где мы активно продвигаем наши программы для улучшения наших работников, коллективный договор. Туда вносим, постоянно повышаем льготы, гарантии, компенсации для наших работников. Вот, на сегодняшний день для наших работников у нас реализовано несколько программ, то есть это улучшение жилищных условий, это социальные программы, то есть на оздоровление наших работников направлено санаторно-курортное лечение для работников и их детей, то есть как бы в принципе в районе Российской Федерации любой работник может выехать в любой санаторий, да, и ему возмещаются расходы там на оздоровление его и детей. Вот. Также у нас в качестве оздоровления тоже есть полис добровольного медицинского страхования, то есть где любой работник тоже может приехать в город Якутск и в платных клиниках пройти бесплатно лечение, обследование, любые виды медицинских услуг. Вот. В рамках юбилейных мероприятий у нас в этом году разрабатывается большая программа по проведению нашего юбилея. То есть это не только город Якутск, но охват по всем районам, то есть как бы нашим 17 филиалам.
Также у нас большая активность в наших филиалах, наши энергетики там на местах активно участвуют в районной жизни общественной, как бы спортивных мероприятиях, общественных мероприятиях, также в волонтерских движениях, да, то есть как бы с момента введения специальной военной операции, то есть наши сотрудники не оставались в стороне, то есть постоянно принимали активное участие. У нас много работников находится на линии фронта, то есть как бы мы активно им помогаем. Я уже не раз туда выезжал, как бы доставлял гуманитарную помощь, дорогостоящее оборудование, автомобильную технику, то есть то, что отсюда мы перевозили туда и там доставляли, где-то приобретали там на месте. На что сотрудники очень наши благодарны, то есть как бы, то есть такое внимание все-таки уделяется и передают, конечно, большую благодарность нашему коллективу. Так что в части вообще помощи нашим работникам, нашим сотрудникам, то есть как бы мы совместно с работодателем, совместно с социальными нашими партнерами ведем большую работу. Вот. Также у нас в этом году будет проходить, в рамках 25-летия Сахаэнерго большие мероприятия как по спортивной части, также по общественной части. Наш корпоративный цех тоже, думаю, посвятим к нашему юбилею Сахаэнерго спортивные соревнования. Также у нас системные соревнования тоже проводятся. Мы проводили системные соревнования по Колымской группе районов, там у нас 3 филиала. То есть из 3 филиалов как бы выбирали наиболее таких лучших. Именно, то есть эти системные соревнования, то есть они связаны с охраной труда, то есть именно участвует технический персонал. И также параллельно проводим там же и спортивные мероприятия. То есть это вот Колымская группа районов, у нас прошла Индигирская группа районов. И сейчас осталось уже в эту сторону, то есть Яна, Елена, Оленек, Анабар. То есть как бы вот такие вот. Вот, на сегодняшний день, я считаю, мы все-таки добились хорошего результата по повышению уровня оплаты труда. То есть, как бы, все-таки те льготы, гарантии, компенсации, я думаю, мы стоим на высоком уровне. То есть, как бы, все-таки мы заинтересованы замотивировать наш персонал оставаться. То есть, и также, чтобы к нам приходили молодые специалисты. Вот сейчас на сегодняшний день у нас активно работает наша молодежь. Вот, не забываем наших ветеранов, то есть для ветеранов мы всегда устраиваем выезды, маевки, приглашаем их на наши корпоративные мероприятия. То есть ко Дню энергетика, к Новому году тоже делаем небольшие презенты, то есть как бы это все у нас работает. Никогда мы не забываем наше поколение, потому что мы сами знаем, что мы тоже такими же будем. Мы поняли, на заметку обязательно. Так что, в общем, активная жизнь, то есть профсоюзная жизнь, общественная жизнь в нашем предприятии как бы кипит, и мы как бы находимся на высоком уровне в качестве активности. А профориентационная работа как у вас проходит? Профориентационная работа у нас проходит. Мы проводим тоже мероприятия. То есть мы, кстати, вовлекаем наших студентов к нам. У нас есть музей малой энергетики, как бы музей как внутри, то есть как бы здание, также и музей на открытом воздухе. То есть там наше старое оборудование, наши новые технологии уже, то есть как бы и так вовлекаем. Также мы выезжаем активно в учебные заведения, где проводим агитационную программу и ознакомливаем молодых специалистов, этих студентов, что какое у нас огромное предприятие. И, кстати, уже приличное количество студентов выезжало у нас, работало. В свое время у нас был студенческий отряд. Студенческие отряды в нулевых годах, в 2000-х годах к нам тоже выезжали. И эти же работники, которые выезжали, потом к нам устраивались и работают на сегодняшний день активно, как бы развивают нашу северную энергетику. Спасибо большое. Опять же, да, про молодежных, возвращаемся к молодежи теперь. До начала передачи я вопрос задала насчет текучести кадров, которые некоторые коллективы очень страдают, я бы сказала. А тут у вас пришли молодые и рассказывают, что только внутри, если есть какие-то перемещения, то внутри. Про молодежный совет. Буквально несколько слов. Расскажите нам, пожалуйста, какая работа у вас ведется. У нас наша организация, она весьма современная организация, которая идет в ногу со временем и также предлагает что-то новое, да, что впервые,
у нас появилась, в общем, наравне вот с остальной частью страны нашей, да. У нас, получается, всего у нас молодых сотрудников 765 человек. Это статистика на начало этого года. Ой, вообще хорошо. Это примерно там 26% от общей численности персонала. У нас проводится ежегодно, даже вот каждый год увеличивается количество мероприятий, которые позволяют каждому молодому сотруднику реализовать себя. То есть каждый молодой сотрудник может принять участие в конкретных мероприятиях, там по профессиональному росту, пройти тренинги, обучение, лекции, да, повысить свою классификацию. Также проводится на базе вот, нашей вышестоящей организации Русгидро. Есть такие площадки, как, например, Rats Energy, где молодые также сотрудники участвуют. Это как кейс соревнования. То есть им задаются там проекты на разные темы, то есть они, которые сейчас востребованы, да, у нас. И они, получается, ну, в проектах соревнуются, кто лучше что-то разработает и так далее, да. Ваши результаты каковы? Ну вот из последних, в прошлом году у нас вот в мае месяце были отборы по всей России, да, по системе Русгидро. И в финал прошли, получается, 6 команд, среди которых вот одна команда из Якутскэнерго и одна команда из Сахаэнерго. То есть осенью, да, из 6 команд 2 команды из республики. Не говори, Да. прям поздравляю, молодцы такие, Спасибо. И вот, получается, в октябре месяце они выехали уже на финальные соревнования в город Красноярск. И там сборная Якутскэнерго заняла первое место на этих соревнованиях. Ну, а наша команда тоже, как бы, там такие прям темы были, что, ну, хороший результат тоже показали. И там у них тема была такая насчет у наших ребят Сахаэнерго. У них была тема по поводу опыления угольных отвалов у нас в депутатском, в Усть-Куйге, где у нас база, да, угольная база. Тоже они там идею придумали, защитили. И вот такие вот площадки, такие мероприятия, да, соревнования, они дают возможность показать себя уже в масштабах Русгидро, то есть ты можешь попасть в кадровый резерв. Также есть другие возможности попасть в кадровый резерв Русгидро. То есть проводятся также отдельные мероприятия, да, где ты там анкету заполняешь, видеовизитку записываешь и так далее. Также, ну, внутри Сахаэнерго какие мы мероприятия проводим, да, вот с прошлого года также мы посетили поселок Тикси и поселок Черский, Нижнеколымский район, для проведения профориентационных мероприятий. То есть наши ребята с молодежного совета, там в составе 3-4 человек, выезжали на места и проводили мероприятия для старшеклассников местных школ. Да, ну, то есть была такая некая, как сказать, дистант такой, да? Ну, визитка была, да, вот по Сахаэнерго вообще. Тоже рассказывалась история Сахаэнерго, также какие возможности есть у ребят, да, если трудоустроиться к нам, например. Еще бы вот хотел отметить, что у нас весьма активная молодежь в нашей организации, да, то есть каждый пытается старается себя показать в каких-то направлениях, да. И вот в прошлом году там у нас 2 ребят, молодых тоже сотрудников, их назначили на должности главных инженеров. Это, получается, Белогорская РЭС и главный инженер там Зарянская РЭС. Поэтому у нас весьма, так сказать, у нас есть, ну, все возможности реализовать себя. Руководство, тем более, да, такое, да, возможность. Я вот хотел бы, да, отметить это тоже хочу, что у нас наше руководство всегда идет нам навстречу. То есть, если у нас есть какие-то, ну, здравые мысли, идеи, да, проекты, то они, конечно, идут навстречу и как бы помогают нам реализовать их. Ну вот, в целом, хотел бы... Это вкратце еще, конечно. Мне кажется, да. С вашей историей, с вашей настоящей работой и с будущим, то, что вы планируете. Да, хотел немножко акцентировать, да, вот Леонид очень такую интересную вещь озвучил, да, что на самом деле мы вот, находясь как бы в системе Русгидро, да, в группе компании Русгидро, есть возможность, ну, не только молодым, да, как бы и всем остальным тоже, да, значит, продолжить карьеру уже федеральной
генерирующей компании Русгидро, да, то есть выйти с переездом, ну, сейчас вот штаб-квартира переехала в город Красноярск из Москвы, вот, ну, город Красноярск, и у нас есть конкретные примеры, да, реальные примеры, да, это вот не один, да, это вот, да, очень несколько, значит, наших очень хороших звездочек, да, их заметили в Русгидро, и теперь они уже там трудятся, руководят нами. Уже вами руководят. Да. Ну, мне кажется, это очень хороший такой тесный контакт. И вам уже такая большая гордость, да, смотреть на своих специалистов, что они так выросли. Ну, Марк Владимирович, Леонид. Да, мы этому очень рады, радуемся. Но самое главное, не забывать тех, кто вам дал этот путь. Да, конечно. Да. Как вы вот не забывайте, да, рассказали то, что ветеранов постоянно своих поддерживаете. Мне кажется, вот это вот самая добрая традиция, не забывать тех, кто практически в большую жизнь дверь открыл. Вот хотел бы добавить, что у нас вот, если так посмотреть, то у нас в организации в каждом структурном подразделении, там в управлении, в отделе, да, всегда есть опытные сотрудники. Ну, то есть нет такого, что состав только из самых опытных старших наших, да, коллег. Всегда вот такая смесь молодости и опыта. Поэтому преемственность у нас очень хорошая там. То есть молодым сотрудникам они все помогают, там, ну, опытом набираются очень молодые сотрудники. Поэтому уже, да. И со временем они становятся такими же опытными, но уже со свежим взглядом, там, с новыми идеями. Что-то вот постоянное усовершенствование у нас есть. Ну, в ногу со временем в любом случае, да, нужно идти. Обязательно. Да, мы... Но основу не забывать вообще никогда. Да, мы это обязательно делаем, да, и в том числе вот новые информационные технологии и так далее, во все это вкладываем, все это внедряем у себя, да, молодежи это очень нравится, да, потому что, ну и, во-первых, сами станции у нас уже многие, да, там второго класса автоматизации, да, вот, значит, ну, кроме этого еще и корпоративные информационные системы, значит, ну, легче работать, да, это как современное уже вот, и оборудование, и софт, да, вот, который вот молодежи это очень нравится. Даже, ну, не то, что нравится, это требование времени. Да. Иначе нам не привлечь, так скажем, к себе, да, как работодателя. Ну, буквально минута у нас осталась до конца нашей передачи, и хотелось бы буквально несколько слов пожеланий сказать вашим коллегам. Пользуясь случаем, да, я хочу от всей души поздравить всех наших сотрудников, работников Сахаэнерго с нашим юбилеем 25-летним. Ну, отмечу, что торжественные мероприятия официальные у нас еще впереди, да, то есть год только начался, они будут продолжаться весь год. Вот, поэтому, ну, как бы вот венец, официальное мероприятие еще впереди, вручение наград тоже впереди. С праздником вас, я от всей души большим поздравляю. Праздником, да, большое спасибо, вам Мария. Спасибо. Да, еще раз за приглашение, да, и большое спасибо за внимание нашим телезрителям. Да, нашим уважаемым телезрителям. Спасибо.